Прежде чем мы приступим к беседе с гостями этого эфира, хотим показать вам короткий сюжет о том, как работает антитабачный закон в наши дни в нашей республике. Моя коллега Алена Терентьева продолжит. Курить или не курить? А главное, где можно сделать это без дополнительного ущерба для кошелька и не во вред окружающим? Сыктывкарцы в этом вопросе, по словам сотрудников патрульно-постовой службы, народ подкованный. Законы старается не нарушать. Вы знаете этот закон? Вы знаете, где нельзя нарушать? Конечно. А где можно, а где нельзя? Где можно в определенных, отведенных для этого местах. Табличечки висят. Место для курения. Вот и все. Там можно, а где нельзя? Где нельзя? На детской площадке нельзя, возле школы нельзя. Я не знаю, где еще. Возле магазинов там нельзя. Ну, не возле во всех, возле кафешек можно, в принципе. А так особо-то я как бы сильно не вникал. Раз за смену, если как бы выявишь такого человека, как бы. А так, в основном, люди у нас порядочные, я считаю. 23 февраля 2013 года был принят закон о запрете курения в общественных местах. В нем идет речь об охране здоровья и окружающей среды от воздействия табачного дыма, а также подразумевает зоны, в которых запрещено использовать табачные изделия. Несоблюдение норм закона влечет за собой денежные взыскания за его нарушение от 500 до 3000 рублей. Ограничения, вот, допустим, вы видите территорию забором ограничивающую, это детская площадка. Если именно во время, в месте детской площадки кто-то курит, то тогда уже административное правонарушение существует. Если он за этой площадкой, за забором находится, то уже административного правонарушения не будет. Если нет забора, это очень трудно доказать, потому что в законодательстве нашем, к сожалению, это не указано. У нас существует только ограничение, как вам и говорил, 15 метров именно от ЖД вокзала, аэропортах, портах. Закон четко прописывает, нельзя курить на территории медицинских, образовательных, а также учреждений культуры и спорта, спортивных и детских площадок. Запрещено курить в подъездах домов, магазинах, общепитах, за исключением случаев, когда отведены специальные места. Крыльцо, оно является территорией спортивной организации, да, как здесь. То есть, если вы на его территории курите, вы нарушаете федеральный закон. То есть против вам будет возбуждено административное правонарушение. А если ушел уже, это уже как является не их, получается, территория. По словам сотрудников ППС, люди часто путают закон о распитии спиртных напитков в общественных местах с законом о запрете курения. Как известно, распивать спиртные напитки на улице запрещено. А вот выкурить сигарету, прогуливаясь по тротуару, или на остановке в ожидании автобуса, вам никто запретить не может. Тут уже каждый выбирает сам, травить ближнего сигаретным дымом или нет. Хотя сами горожане отмечают, дымящих на улицах города в последние годы стало гораздо меньше. Итак, дополнительное ограничение на курение в общественных местах. Мы будем обсуждать этот вопрос вместе с вами, уважаемые телезрители, и, разумеется, нашими гостями в студии. Сегодня это председатель Комитета по социальной политике Госсовета Республики Коми Наталья Паншина. Здравствуйте. Здравствуйте. И писатель и курильщик с многолетним стажем Григорий Спичак. Григорий Иванович, здравствуйте. Приветствую вас. Итак, уважаемые гости, чтобы мы с вами действовали в рамках одной информации, вот немного занимательной истории о вот этой проблеме, которую мы сегодня будем обсуждать. Итак, с 2009 года Россия ведет борьбу с курением. В рамках первой антитабачной концепции, действующей с 2010 по 2015 годы, было запрещено курение в общественных местах и повышена стоимость сигарет. Эти меры привели к сокращению числа курильщиков с 41% населения до 31% на 10%. Нынешняя цель Минздрава – довести это значение к 2025 году до 25%. Новая антитабачная концепция рассчитана до 2022 года и предполагает дальнейшее увеличение акцизов на табачную продукцию и расширение списка мест, где нельзя курить. Кроме того, электронные устройства для курения могут быть приравнены к обычным сигаретам. И если экономическая часть программы, которая может отразиться на бюджетных доходах, стала предметом споров, то запреты для обычных российских курильщиков продолжат быть одними из самых жестких в мире. Это вот так нам информационное агентство «Регнум» расписало ситуацию. И исходя из нее, вот как мне кажется, да, все у нас в принципе и так уже неплохо. Поэтому, Наталья Николаевна, в первую очередь к вам первый вопрос. Как возникла эта вообще дополнительная инициатива? Ну, вы знаете, уже сказали, что был принят 15-й ФЗ закон о защите
вопросах охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма. И в статье 6, пункт 6, четко прописаны полномочия субъектов Российской Федерации, что субъект имеет право разрабатывать дополнительные меры по данному направлению работы. Кроме того, значит, изучив опыт других субъектов нашей страны, мы увидели, что в более чем половине субъектов такие дополнительные меры уже приняты. Не все ограничения прописаны в 15-м федеральном законе. Ну и кроме того, конечно же, хочу сказать спасибо тем гражданам с активной гражданской позицией, которые обратились с обращением в Государственный Совет. С них и началось, да? С них и началось. С него даже, если быть точным. Да, да, что действительно пора задуматься над тем, чтобы все-таки жителей нашей республики как можно больше оградить от воздействия табачного дыма. Угу. Понятно, Григорий Иванович. Ну вот вы скажите, вот вам как эта ситуация кажется нормальной? Нет, нет, конечно. Дело в том, что вообще вот это вот в России желание, вот эта вот ментальность какая-то российская запрещать, причем радостно запрещать. Государственная Дума последнего созыва слово в очередной раз запретили что-то, звучит, по-моему, чаще, чем в любой другой Думе до последнего вот созыва. Это я простыл, это я, так сказать, не как курильщик, да, не как курильщик кашляю. Подтверждаю. Да. Вот. И, естественно, так сказать, запреты, они вызывают раздражение, они разделяют общество. Вообще у меня есть такое не без основания предположение, что кто-то там наверху из политтехнологов сидел и думал, где бы провести линии, которые точно столкнут общество не на политической площадке, да, и как бы а на какой-то бытовой. Да. Да, формально вроде бы, ну, так сказать, ну, как бы здоровая такая инициатива, да, борьба за здоровье людей. Вот. Но обратите внимание, прорабатывая законы, чтобы тут 15-й и чтобы прочий, до сих пор мы не услышали статуса товарного продукта. Что такое сигарета? Вот что такое сигарета? А я вам скажу, сигарета – это БАД. Биологически активная добавка. Да ладно. Ровно такая же, как соль, сахар, лавровый лист и так далее. Вот. Мы можем говорить о дозах применения этого БАДа. Что, например, доза больше там, 5 сигарет в день уже вредна. Ну так это же другой разговор. Понимаете? Да. Вот. Статус продукта до сих пор не определен. Но это никак не наркотик. Да. Больше того, он не ведет к изменению сознания. Если водка ведет к изменению сознания, потому это социально опасный продукт. Кстати, на водке никто не пишет запрет, да? Никто не определяет места, где можно, где нельзя. Вот. А сигаретами? Но вот об этом мы отдельно очень много поговорим. И вообще, в первую очередь, мне кажется, важно нам услышать мнение наших граждан. Потому что мы прямо и спросили, вас расстраивают люди, которые курят на улице? Вот что мы услышали в ответ. Давайте посмотрим. Я сам бывший курильщик, бросил курить, и сейчас, если рядом человек курит, я стараюсь даже как-то отстраниться от него. Ну, это неприятно, как бы. А по поводу того, что, ну, конечно, сейчас, наверное, нужно заботиться об окружающих, в первую очередь. Я бросил курить, 5 лет не курю, так я сейчас от дыма вообще шарахаюсь, не терпеть не могу. Так что лучше не курить. Ну вот созданы как-то места общественные, в кабинетах не курят, и на том спасибо. Какое-то должно быть отведенное специальное место, где они могут уединиться и вот сделать то, что им надо. Особенно по этих домам, где живут в общежитиями, где снимают по секциям. Буквально вчера я написала на дверях: не курите, иначе вызову полицию. Вышел парень на кухню, говорит: все, я вас понял. Подача сосед, ну, чем хорош, ну, курит. Пачку целый день за день пачку скуривает. Я посчитал, сколько мы с ним дружили, 25 лет. Он прокурил целую машину за 400 тысяч. Ну а как вы думаете, должны быть какие-то дополнительные меры по борьбе? Ну, конечно, должны быть. Пусть предлагают нам наши законодатели. Ну вот, в общем, как-то так. Ну и самое главное, я должен напомнить нашим зрителям, что мы сегодня говорим о дополнительных ограничениях употребления табака в общественном месте. Если у вас есть на эту тему проблема или нету, или вы считаете как-то по-другому, все равно звоните, мы с вами обязательно это обсудим. Ну и вновь, Наталья Николаевна, что же это за дополнительные ограничения? Чем мы напугаем наших курильщиков вновь? Пугать мы, конечно, никого не собираемся и не будем. Каждый человек в своей жизни имеет право распоряжаться своими финансовыми средствами, своим здоровьем, своей жизнью. И мы это право не забирать ни в коем случае не будем. Хочет он курить, пусть он курит. Не хочет он курить, он имеет полное право быть огражден от этого табачного дыма.
Понимаете? И тут, конечно же, ограничения уже достаточно жесткие введены российским законодательством. То есть вы это признаете? Ну, посмотрите, возьмите образовательное учреждение. Что было раньше? До 2013 года. Да, Россия тоже боролась с курением, так пассивно, скажем, выслушивали все стороны и вроде бы отступали на задний план. Но, тем не менее, с 1 сентября 2013 года все учебные заведения выдержали прямо педагоги борьбу на баррикадах. С обучающимися старших классов, 10-11 классов в учебных заведениях, со студентами среднего профессионального образования, высших учебных заведений. Действительно было сложно объяснить молодым людям, что все-таки закон уже вошел в действие, и мы обязаны выполнять. Потому что мы живем в правовом государстве, от этого никуда не деться. Первая неделя была архисложная, но все-таки закон ведь победил. Можно мне вопрос? Те, которые пассивные курильщики, сейчас, Григорий Иванович, пассивные курильщики, они отошли в сторону и сказали: хорошо, мы с вами согласны. А с теми, которые были активные курильщики уже с далеких детских лет, мы с ними договорились. Не надо намеков, я не с детских лет. Мы договорились, курим дома до 8 утра и после 16 с родителями. Едим тоже так же. Едим точно так же, да. Мне кажется, родители будут против. Нет, смотрите. А это уже их право, тут есть понимаете? аргумент, есть очень серьезный аргумент. Дело в том, что в тот самый 2012 год абсолютно здоровых детей было 17%. И вот мы бросили курить. 2017 абсолютно здоровых детей 12%. Вы правда готовы провести параллель? Нет. Есть и другие факторы, которые сыграли на здоровье наших детей. Не только ведь курение, а курение тоже Но один из борются них. с курением. С сахаром не борются. В Израиле запрещают газировку в школах. Я понимаю. Вот это. А у нас тоже Фастфуд запрещена газировка. запрещается. У Фастфуд нас запрещается нет, в Григорий школах. Иванович, у нас тоже в школах есть определенное меню, которое утверждается Санэпиднадзором, все, там нет газировки. Но это с Там газировку нет продают рядом со чипсов. школой. Но мы так и не ответили на мой вопрос. Вот что это будут за дополнительные ограничения? Каким образом? Ограничения дополнительные. Это связано в первую очередь, конечно, мы уже прошло одно рабочее совещание. Конечно, этого недостаточно. Еще общественные слушания. Еще будут общественные слушания в общественной палате, в соцсетях обязательно. Буквально на следующей неделе мы запускаем эту машину. Следующий этап уже общественных слушаний во всех, как говорится, его ракурсах. Вот поэтому будем слушать и смотреть, что же ответят нам жители нашей республики, какие у них пожелания по определению дополнительных мер ограничений. То есть у вас нет готовой модели, У как, нас допустим, в есть какой-то области? несколько, конечно, вариантов у нас есть. Это первый вариант, это запрещение на остановках. Да, стоят люди с детьми, с маленькими, стоят пожилые люди. Они имеют право не вдыхать этот табачный дым. Мы обязаны предоставить им такую возможность. Понимаете как? Так, Человек, который курит, пожалуйста, отойди 5 метров от остановочки, 3 метра. Ты все равно видишь свой автобус, свой там общественный транспорт, и всегда успеешь, как говорится, докурить свою сигарету и сесть в свой нужный маршрут транспорта. Это вот один из пунктов. Другой пункт, конечно же, это наши ограничения в парках культуры, в парках отдыха, где тоже гуляют дети. А пока это не запрещено, да? Пока не запрещено, парки культуры пока нет. Далее, такие мероприятия, которые общественно такие значимые, наши все культурно-массовые мероприятия. Возьмите нашу Стефановскую площадь. Буквально. По-моему, нельзя уже. По крайней мере, полиция Вот делает... я лично была в 9 Да? вечера, прохожу мимо одной компании, стоят, курят, потому что как такового места для курения не определено. И еще пока нет такого понятия, что же такое площадь, где ее границы, за границами, до границ. То есть вот здесь тоже надо еще провести работу. Полиция вот здесь, в данном пожалуйста. случае, конечно, да. А то, что меры эти нужны, однозначно. Да, у нас нет подземных переходов, ну и хорошо. Нет наземных. Может, это и плохо, но их нет, поэтому этот вопрос рассматривать не будем. То есть конечно же, пока в первую парки, очередь, остановки и места массового скопления людей. Пока вот такие три позиции. А дальше мы будем работать с населением, слушать их мнение и обсуждать на площадке Госсовета. Это очень важно. И у нас есть телефонный звонок, мне подсказывают. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста, говорите. У меня такой вопрос. Вот про курение на улице. Вот на балконе, когда курят. Что, простите? Вот курение на балконе. Какой вред оно? Мне кажется, мне такое мнение, что очень на балконе большой вред наносит окружающим. Ну да, я вот об Особенно этом... в летнее время, когда у всех открыты форточки, балконы, и курильщик стоит на балконе, высунувшись наполовину на улицу и курит. Ну да, я об этом даже как-то не подумал, потому что здесь, наверное, в группу опасности, наверное, какой-то, да, попадают, наверное, только люди, которые выше живут, потому что... Роза ветров определяет опасность, понимаете? Легкие. Будете это рассматривать? Тем не менее, федеральным законом определено, что все-таки жилая площадь,
гражданина, он имеет право там курить. Балкон, лоджии относятся к жилой площади, к личному пространству этого гражданина. И тут, конечно же, мы не можем, как говорится, переступить федеральный закон и рассматривать в рамках нашей республики дополнительную меру, как запрет курения на балконе. Я полностью согласна со звонившей телезрительницей. У меня дома точно такая же ситуация. Я живу на 5-м этаже, а на 4-м этаже все активно курят. И как только мы вечером садимся, мы плотно закрываем все наши двери, балконные, фрамуги. Но я все-таки надеюсь, что этот законопроект не будет вашей личной местью соседям. Ни в коем случае, ни в коем случае. Все для людей. Курите, курите. Хорошо, а вот если мы попытаемся ответить на один главный вопрос. Для чего? Для чего мы это делаем? Мы делаем это для того, чтобы люди не курили? Или для того, чтобы не начинали курить? Или для того, чтобы штрафы какие-то нам вводить? И тем самым тоже пополнять бюджет, которому нелегко. Вы знаете, вот само название закона о защите охраны в сфере вопросов в сфере охраны здоровья граждан. По-моему, здесь сказано вообще все. Защита охраны здоровья. Вот эта защита охраны здоровья проходит красной линией через весь закон. И от этого никуда не деться. И в 4 статье четко написано, что приоритетом государственной политики по этому вопросу является именно защита охраны здоровья. Никакие интересы табачных компаний здесь не преследуются, никакие ценообразования там, и налоговая политика тоже не преследуются, а именно защита здоровья человека от табачного дыма. Хоть Григорий Иванович говорит, что это не наркотик, а это БАД. Но я с ним не соглашусь, это не БАД. А попробуйте отказаться от сахара. А вот теперь, уважаемые гости, все равно это не БАД, все равно это такой бытовой наркотик. Отлично. Мыло тоже. Боремся с табаком, господи. Боремся с алкоголем. Но я не видел ни на одной пачке чипсов нарисованные камни в почках. Ни на одной газировке я не увидел предупреждения о развитии диабета 2 типа. Почему это вот так? И при том, Григорий Иванович, мы с вами это точно знаем, диабет у нас действительно по заболеваемости выходит на первое месте. Никакой рак легких там рядом не стоит. И сердечно-сосудистый от диабета – это как следствие? Но здесь в целом вообще говорится о качестве продукции нашей сегодня, понимаете? Очень много всевозможных добавок. Да, о том, что у нас какая-то, что называется, выборочная забота. Вот здесь мы боремся, здесь у нас, значит, такие строгости и так далее, и так далее. А это вкусняшка. Да, а остальное все как бы так. Ну, я бы не сказала, что это вкусняшка, я бы не сказала. Но дети же думают так. Ну, к сожалению, да. Здесь нужно воспитывать еще и родителей тоже. И, конечно, уже много передач на эту тему. О вкусно-здоровой еде, о всех скрытых ешках в наших продуктах. Вот это и ведет как раз и к сахарному диабету, и к другим различным заболеваниям наших детей. И то, что заболеваемость действительно такая высокая, и маленький процент здоровых детей, это, конечно, наша беда всей нашей страны в целом. Но, тем не менее, у нас же нет ни единого законопроекта на тему запрета газировки, соли, содержащей продукции. Почему? Ведь тот же самый активный житель мог прийти, и, мне кажется, он также не ест чипсы, он также не пьет газировку, он также не ест много-много разных вредных продуктов. Почему именно эта тема так всех тяготит? Как вам кажется? Но все-таки я думаю, что та пропаганда, которую ведет наше государство, все-таки уже более активно стала именно за здоровый образ жизни. Там как раз говорится и о вреде курения. И знаете, Владислав Шелков как-то очень хорошо использовал, очень в контексте хорошо использовал слово «хайп». Хайп в переводе ажиотаж, да, вот то, о чем говорят. Вот повод поговорить о курении. Ой, я не курю, ой, я бросил, ой, я такие курю, ой, я такие. Вообще это идеальная площадка для хайпа, да, для того, чем занять сознание людей. Вот. Запрещать, открывать, предлагать, так да, так сказать, что называется. А все остальные, кстати, связанные с едой вещи промо-характера, они тоже хайпового характера. Мы же не можем сами все сразу вот в одночасье все запретить. Не дай вам Бог, пожалуйста. Конечно. Поэтому, по крайней мере, не при моей жизни. Поэтому будем идти в нашей стране маленькими шагами. Лет через 20 нас будут жалеть, так сказать, это курильщиков, которые мучились в начале века от запретов. Вот, вспоминать тиранов, которые нас мучили. Ветераны курения. Да, у нас есть телефонный звонок, мне подскажет режиссер. Давайте послушаем человека. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Прошу вас. Я хотела сказать, что по закону, если, допустим, нельзя курить в подъезде, а курить на балконах, оказывается, можно,
Я так от этого мучаюсь, потому что у меня бронхиальная астма. И интересно тогда, как трактуется закон. Значит, если балкон лоджии – это часть жилища, а как я могу реализовать свое право на здоровый образ жизни? Вот, очень Да, разумно. А вы, важный вопрос. извините, на связи еще? Я не уверен. Просто надо же как-то договариваться. Договариваться, В конце надо концов же есть, договариваться, да. есть Да, элементарное скажите, а вы общежитие. пытались говорить с этими людьми? Определить часы какие-то. Она, видимо, уже, Алло. уже не на связи. Видимо, да, уже. Ну, здесь первая рекомендация, конечно, Только договориться. да. коммуникация. Только да. договориться. А если коммуникация не складывается, то мы звоним в полицию. Увы, да. А полиция здесь ничем не поможет. Вот теперь очень интересно. А что же делать Полиция человеку? ничем не поможет в данном вопросе по данной вот В общем, казус курильщика и казус астматика налицо. Да, да. То Она есть имеет такой право правовой на чистый казус. воздух, она имеет право, да еще у нее А он имеет право сопутствующие на заболевания. Он свое имеет право на пространство. курение. Он хочет И получить то, удовольствие. и то, и другое Вот Конституция я бы вам гарантирует. здесь Гарантирую, порекомендовал что-то подумать, потому что вот это как-то действительно странно. Балкон мое, а подъезд мой. Хорошо, а если я курю на кухне, дым ведь тоже идет. Вентиляция Понимаете, тоже да. общая. Вентиляционно, да, у нас камеры, все каналы, все это общие, да. Ой, с этим курением проблем, да, прям столько. Мы сейчас прервемся на очень короткую рекламу. Оставайтесь с нами. На телеканале «Юрган» продолжаются детали дня, которые сегодня мы посвящаем дополнительным мерам по ограничению курения в общественных местах. У нас в студии гости – это председатель комитета по соцполитике Госсовета Республики Наталья Паншина и писатель одновременно курильщик Григорий Спичак. И на связи у нас еще третий гость присоединяется к нашей беседе. Это директор комплекса «Студенческий городок СГУ» имени Петерима Сорокина Андрей Горбунов. Андрей, здравствуйте. Добрый вечер, Илья. Ну, в общем-то, вы знаете тему, которую мы сегодня обсуждаем. Вы работаете как раз с такой и социальной возрастной категорией, с которой, ну, сложнее всего, наверное, работать политикой запретов. Скажите, за 4 года изменилась ситуация с курением у вас в кампусах? Ну, я бы так сказал, что ситуация кардинальным образом у нас изменилась ровно год назад, когда мы, собственно, начали наказывать курильщиков, которые курят в наших общежитиях. Вот, именно год назад мы начали применять дисциплинарные изыскания по отношению к ним. Это замечания и выговоры. Плюс все материалы, которые мы получаем, то есть вот 3 человека освидетельствуют, собственно, вот это нарушение. Все эти материалы мы направляем в полицию. И на основании этого уже к нарушителю идет административное правонарушение. А, кстати, на каком основании? Это ведь тоже Вот жилище. я тоже хотел узнать, да, это насколько вообще законно вот эти дисциплинарные изыскания? Дисциплинарные изыскания, да, это у нас отображено в наших локальных актах университета. Ну и 15-й ФЗ, о котором мы сегодня говорим весь вечер. Вот, на основании этого ФЗ, собственно, данные подаются в полицию. Нет, дело в том, что, Андрей, 15-й ФЗ и ваши локальные акты не могут быть выше Конституции. Конституция гарантирует неприкосновенное жилище. Жилище студента, оно по найму. Оно в любом случае в собственности. Просто вы еще ни разу не нарвались на грамотного юриста, который бы с вами, ну, как бы оспорил ваши Григорий, взыскания. вы сейчас разрешите всем студентам курить? Нет, я не хотел бы этого, да. Я просто говорю о том, что здесь опять же налицо коллизия. Опять налицо. Нет, ничего подобного, Григорий Иванович. Почитайте, пожалуйста, внимательно 15-й ФЗ, и там говорится о том, что о проживании и о временном также проживании. То есть есть все-таки такой подпункт? Общежитие есть, 15 вот, а вот, кстати, вот много говорилось о балконах. Вот в этом случае, да, если мы несколько раз материалы подавали по курению на балконах, и полиция нам отказывала. А если курение происходило там, в жилой комнате или в помещениях, местах общего пользования в общежитии, то нет, но это другое дело. Налицо административное правонарушение. Хорошо, более-менее разобрались. Вот вы говорите, что должны засвидетельствовать факт курения 3 человека. Насколько охотно вот люди начинают свидетельствовать, как на преступников фактически? Друг против друга, да. Это же конфликтные ситуации. Дело в том, что у нас есть так называемые оперативные отряды в каждом общежитии, которые, собственно, следят за соблюдением правил проживания. Вот. И эти оперотряды, они выявляют нарушителей. Где же романтика студенческой жизни?
Да, скажите, Где же Андрей, Григорий Иванович, но не в сигарете до романтика полиции должна быть, доходило, не в сигарете. доходило ли, в оперативном уважаемый отряде гость, точно. пожалуйста, доходило ли до полиции хоть раз? Да, несколько случаев, то есть несколько административных правонарушений. Всего за год, насколько помню, около 70 вынесено у нас дисциплинарных взысканий в виде замечаний. Вот. И вот несколько административных правонарушений. Ну, ясно. Ну и последний, наверное, главный для этой программы вопрос. Нужны ли, по-вашему, дополнительные запреты? Я считаю, что нужны в отношении вот сейчас новомодных вейпов и электронных сигарет. Поскольку это новая беда наша, я думаю, там всего Только не населения никотиновая, а пропиленгликолевая, да? Да. Вот. Хотелось бы, чтобы их тоже внесли в действующее законодательство, поскольку это реальная угроза, я считаю. Ясно, Андрей. Спасибо большое, что нашли время. Мы поговорили с директором комплекса «Студенческий городок» СГУ имени Екатерины Сорокина. Наш город замечательный, Сыктывкар. Ну и теперь, господа, о второй стороне этой темы, безусловно, важной. И что еще более важно, по ту сторону стоят люди, которые не просто думают, а убеждены, что ограничение курения напрямую нарушает и гражданские права. Эти люди называются «Общероссийское движение за права курильщиков». Вот так выглядит их сайт. В состав этого общества входят многие известные люди России, в том числе Михаил Боярский, Александр Друзь и многие очень, кстати говоря, не глупые люди, да, по фамилиям мы с вами это видим. И посыл у них один и тот же. Не позволять государству ущемлять права курящих людей. В начале года они даже написали Дмитрию Медведеву и попросили взять под контроль подготовку антитабачной концепции, проект, который уже разработан в Минздраве. И вот этих людей поддерживает в том числе самый известный юрист России Михаил Борчевский. Вот что он говорит о так называемом антитабачном законе. Давайте посмотрим. Для чего был нужен этот закон? Чтобы люди бросили курить? Неправда. Никогда в силу закона, по закону никто не бросает ни курить, ни пить. Этот закон нужен был для того, чтобы ограничить поступление молодежи в отряд курильщиков, в армию курильщиков, чтобы не начинали курить. И если мы с вами поймем, что закон должен был быть направлен не на то, чтобы люди бросили курить, а на то, чтобы люди не начинали курить, то мы сразу с вами увидим все положительные моменты этого закона и все его негативные, бессмысленные, если хотите, дурацкие положения. Потому что наличие или отсутствие курилок на вокзалах и в театрах или в аэропортах на вовлечение молодежи в курение не влияет. А вот реклама табака влияет. Продажа табака в специализированных магазинах – полезная вещь. Я бы авторов законопроекта задал бы один вопрос. Вы что хотели? Геноцид курильщика? Получили. Вы хотели, чтобы закон не исполнялся? Получили. Поэтому запрещать можно только то, что можно запретить, и исполнение чего можно добиться. Ну, Борчевский, как по мне, как всегда, прекрасен. Скажите, вот если я, как гражданин Российской Федерации, как гражданин Республики Коми, завтра приду к вам на прием и скажу, у меня есть конституционные права, давайте, пожалуйста, как-то их реализовывать, и я хочу программу по защиту моих прав как курильщика. Вы также вынесете их на общественные службы? Обязательно. А с такой же улыбкой, как вот? Конечно. Или почему нет? Осуждающей, также подойдем очень серьезно, посмотрим. Запустим общественные слушания, как другие люди слушают по защите прав курильщиков, как они считают. У них тоже есть права. И тут такие весы, которые нужно вот как бы не нарушить равновесие это между правами той стороны и другой стороны. Это очень сложно, но все равно это делать надо. И Борчевский совершенно прав, что самое главное, детей не вовлекать в этот процесс курения, приучения к табаку. Вот это самое главное. У этого, кстати, общероссийского движения за права курильщиков есть сайт с интерактивной картой, где регионы отображены. Мы, кстати, в этой программе ни в коем случае не призываем вас к курению. Это просто информационная справка. И там, на этой карте, до сих пор нет Республики Коми. Григорий Иванович, может, имеет смысл обозначить. Там очень простая онлайн-заявка, да. И телефонный звонок, последний, наверное, к сожалению, в этом личном приеме. Алло, здравствуйте. Алло. 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 Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. У нас такая история. У нас в городе, в жилом доме,
круглосуточно расположена дежурная часть полиции. Сотрудников очень много. В течение дня, ночами они ходят. И все курят на крыльце, а крыльцо под окнами. И сколько ни говоришь, все бесполезно. И обращались и в управление, в Сыктывкар, и никаких мер не принимают. А зимой, когда, если холодно, то они в помещение, коммуникация, связанная с вентиляцией с ними тоже, и все оттуда идет к нам. И мы вот жильцы просто вот над ними, которые живем. Ну невозможно, у нас прям, я не знаю, идет война насчет этого. Вот и как вы говорите, что как вот бороться с ними, если они сами себе на этот закон не исполняют? Да, ваши эмоции абсолютно понятны. У меня зато есть пару идей, но это уже, видимо, не в формате этой передачи. Вот скажите, пожалуйста, как же так происходит, когда люди, которые должны нас от этого ограждать, несут нам это? Очень жаль, конечно, да, но эти люди, которые работают на такой должности и по такой специальности, которая, ну, стресс такая вот устойчивая, наверное. Вот вы меня просто провоцируете, потому что я боюсь представить, что должен делать тогда представитель ФСИН, или человек, который работает с психопатами. Надо их обязать расставить фильтры в той же самой вентиляционной фильтры, системе. и, конечно, вот эти опорные пункты полиции вот, участковой не должны располагаться в жилых домах. Вот это самое главное. Должны быть отдельные помещения. Решение-то есть, надо договариваться. Отдельные помещения, а не в жилом доме. Общество разучилось договариваться у нас. Вот что выявляет закон этой вот борьбы. Хватит бороться, давайте договариваться. Я, кстати, придумал вам, как денег заработать для бюджета. Платные курилки сделайте. Да? Мы сегодня с моими коллегой говорили об этом. Но только не такие, как в аэропортах были. Потому что это действительно унизительно. Это Газенваген, по-моему, культура, понимаете, вот это самое табак. Сигарные клабы же есть в Стокгольме. Но никак не загон прозрачный, где тебя все видят, где ты воняешь, смердишь. Этого, конечно, не должно быть. Ну и, господа, что я должен вам сказать? Наше время заканчивается, и я вас благодарю за довольно-таки содержательную беседу. Я надеюсь, что всего этого... Спасибо вам за ваш хитрованский такой подход. Это тоже правильно. Я не понимаю, о чем. Надо 50-50, это правильно. Я не понимаю, о чем. Спасибо вам большое. Однозначного вывода мы в любом случае с вами бы здесь не сделали, потому как эта вредная привычка живет столько же, сколько и борьба с ней, и меры, принимаемые правительством в разрезе истории, не так уж страшны сейчас, поскольку, вот, например, царь Михаил Федорович приказывал казнить всякого, у кого найден табак. И все же хочется надеяться, что законодательство будет двигаться в правовом, демократическом направлении, ведь изначально суть этого антитабачного закона не в том, чтобы ущемить чьи-то права, а позаботиться о состоянии здоровья граждан, не приобщенных к курению. Берегите здоровье, не будьте эгоистами, и, наконец, может быть, наше общество начнет дышать свободно. Хорошего вечера, всего доброго. Великая инквизиция. Да? Все, спасибо большое.